Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале о главных темах. С чувством долга и верой в победу. Всех патриотов страны объединяет защита от внешних преступных посягательств. Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО. Комфорт и безопасность на дорогах. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. Продолжается масштабная реконструкция трассы Сирноводск-Грозный. Все самое лучшее для туристов. Регион уверенно заявил о себе на туристической арене России, предлагая гостям уникальное сочетание древних традиций, потрясающей природы и современной инфраструктуры. Грозный продолжает наращивать туристическую привлекательность. Глава региона продолжает делиться эксклюзивными кадрами в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале рассказал о грамотных действиях личного состава легендарного полка «Ахмат», ликвидировавших 2 вражеские цели дронами «Камикадзе». В ходе аэроразведки, проведенной группой операторов БПЛА полка «Ахмат», Россия, Министерство обороны Российской Федерации на окраине села Середина Будысумской области, был обнаружен опорный пункт укронацистов и зафиксировано вражеское средство передвижения, принадлежавшие расчету дроноводов ВСУ. Наши разрушительные летающие машины врезались в цели с поразительной точностью. Благодаря высокому профессионализму бойцов опорный пункт был уничтожен. Очередная группа добровольцев отправилась из международного аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции. На церемонии провода присутствовали представители власти, которые пожелали бойцам успешного выполнения задачи и скорейшего возвращения домой. Слово Турпалали Тайсумову. Колоритные, мужественные и заряженные на успех. Так можно охарактеризовать этих достойных сыновей отчизны. Они готовы отправиться на территорию специальной военной операции для оказания помощи местным жителям и своим боевым товарищам. В добрый путь воинов проводил председатель правительства Чеченской Республики, руководитель оперативного штаба СВО Магомед Даудов. Бойцы, вы сами знаете, не мне вам повторять, но мы все собрались здесь, чувствуя долг мужчины, долг гражданина Российской Федерации на защиту нашей страны от этой нечисти. Бойцы, вы уже к вечеру поступаете в распоряжение нашего командира генерала Алаудинова, братства легендарного спецназа «Ахмат». Бойцы, мы вам желаем удачи, берегите себя, поддерживайте друг друга, возвращайтесь к своим семьям, которые вас ждут дома. Бойцы, мы на правильном, на праведном пути. Мы защищаем ценности наших народов, религию нашу, вера единого Бога. Удачи вам! И от вашего имени мы все хотим поблагодарить в первую очередь Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который с первых дней нас поддерживает, обеспечивает всем тем, что необходимо в зоне проведения СВО. Главу Чеченской Республики, генерал-полковника, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который с первых же дней начала СВО, начала борьбы с этой нечистью, фашизмом, взял на себя сказать, что это ноша, это неправильно будет. Ответственную миссию, чтобы на территории республики, на территории Российского университета спецназа имени Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина собрать единомышленников, настоящих защитников своей Родины, обучать их и делать все, что нужно для нашей общей победы. Инструкторов Российского университета спецназа, которые с вами делятся опытом и берут с вас тот опыт, который вы уже приобрели в ходе специальной военной операции. Бойцы, удачи вам! Вернитесь живыми, здоровыми. Победа будет за нами. Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар!
Добровольцы внимательно слушали наставления официальных лиц, ведь они тоже прошли через огонь и воду, когда в субъекте шло подавление зла в виде международного терроризма. Желающих с оружием в руках отстаивать честь России в зоне проведения специальной военной операции становится больше. География добровольцев очень широка. Всех патриотов страны объединяет защита от внешних преступных посягательств. Бесстрашные воины прибыли с разных концов крупнейшей в мире страны. Большинство из них едут туда не в первый раз, но всегда смотрят с надеждой на лучшее, с желанием вернуться всем вместе и невредимыми. Чтобы так и произошло, региональное руководство обеспечивает их всем необходимым – подготовкой, питанием и амуницией. Тактические подготовки, стрельбы, силовая подготовка. Все было как надо. Заряжены, кормили хорошо, подготавливались. Физическая подготовка, стрельбы, все было. Конечно, да, попроще немножко. Второй раз легче. Это адреналин, капля выброса адреналина. И ты не чувствуешь ни страха, ничего. Я хочу, самое большое мое желание, что все домой приехали, ребята. У каждого есть дети, у каждого есть жены, семьи, родители. Спецназ, разная подготовка, ючим-то, молчим-то, дикомайон. والله أدرلين دوز ويج مويا أحسن بوحشن ويج موات صدق أدرلين دوز ويج وكذا ده فندوش هذا وحال اللي قتادوا وكوك وش راسي بتاع سامي تلمت كخرمت روسيا أنت روس بتسند ما يبيتر ومتك ويقوم بوش دقو مسوق راسي بتاع قرنا قامنا شدوقزا يشاب بش خزاي وصلوش نسيت بيولشاش بدات ده تحطيك ده أردو لما كياتش ده لما ديك كان نرت عقوشو در ده شيشوم در قوشوم ده زر إنداني شيء زر تات نعتز خوتشاش در هن صادلا يتم ده أردو ده الموضوع ديكن عدو يزردو ديكن سدو يزردو ده سما قتي بوم مسير سقتيش ملوشن ده أتو بول. Спецборд доставит их в определенную локацию, и затем они пополнят ряды военнослужащих, ведущих борьбу с нечистью, представляющую киевский режим. Торпал, Лолита Исумов, Сайтамин Мусаев, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Дороги – это артерии региона, их качество напрямую влияет на жизни тысяч людей. В активной стадии находится реконструкция трассы Серноводск-Грозный. Этот проект не только улучшит транспортную доступность, но и повысит безопасность движения. На месте работала наш корреспондент Лимда Жамалдинова. Проектируемая дорога относится к третьей технической категории и предназначена для расчетной скорости 100 км в час. Она соединяет регион с соседней республикой Ингушетия и связывает Грозненский, Ачхой-Мартановский и Серноводский районы с городом Грозный. Более 20 специалистов, 22 единиц техники работают днем и ночью, не покладая рук. В рамках реконструкции автодороги Серноводская и Грозный, проходящей через Ачхой-Мартановский район, будет предусмотрено строительство двухполосного движения, ширина которых составит 7 метров. Также запланировано обустройство обочин шириной более 2 метров и капитальное покрытие, что значительно улучшит качество и долговечность дорожного полотна. В разговоре с журналистами начальник участка рассказал о значении данного проекта для автомобилистов. Более 3 километров уже Серноводский район, Ингушетия, город Грозный, Наперечный район. Параллельно Р-217 Абош Буаля, состояние Галдала было 7 километров. Ожидается, что завершение работ по реконструкции дороги значительно повысит пропускную способность и улучшит условия для движения транспорта. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы. Специалисты занимаются подготовкой основания для укладки асфальта. Это является важным этапом в процессе обновления дорожного покрытия. Этот участок протяженностью более 7 километров является ключевым элементом дорожной сети, который ведет к курорту федерального значения санаторию Серноводск-Кавказский, что делает ее стратегически важной не только с точки зрения транспортной доступности, но и для развития туристической инфраструктуры региона. Кроме того, она входит в опорную сеть дорог России, что подчеркивает ее важность на уровне всей страны. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
В преддверии 80-летия Победы Грозный принимает гостей. Московский хор «Юные патриоты» дал праздничный концерт на Аллее Славы. Их проникновенные песни военных лет и современные патриотические композиции стали живым мостом между поколениями, напоминая о подвигах наших героев. Какие песни звучали под открытым небом? В репортаже Мадины Нусалчиевой. В этот день мы преклоняемся перед подвигом героев, перед их мужеством и самоотверженностью. Их имена навсегда вписаны в историю нашей страны. Выступление ансамбля «Юные патриоты» из Москвы стало настоящим праздником. В регион хор приехал, чтобы отметить важное событие – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это моя малая родина, я здесь родилась. Я прекрасно знаю, что здесь много героев Советского Союза, которые тоже воевали под Сталинградом, воевали и брали Берлин. Хампаша Нуродилов – это тот человек, которого я знаю с детства. Я училась во 2-й школе, и его бюст тогда находился рядом с нашей школой. В хоре выступают как подростки до 18 лет, так и совсем малыши. Настоящие звездочки ансамбля – 2 тезки по имени София, которые своим талантом покорили сердца зрителей. Очень волнуюсь, но думаю, что я все смогу. У меня папа еще служит на войне. Я очень им горжусь. Мы сегодня будем исполнять много песен, и мне больше всего нравятся песни о любви к родине. Долго вы репетировали? Я не знаю, сколько времени, но долго. Первой прозвучала песня «Родина моя», которая напомнила всем о том, как важна дружба и единство в нашей большой стране. Затем была исполнена композиция «Проходная», за которой следовал детский гимн «Солнечный круг». Песни ценились во все времена. В тяжелые дни войны они поддерживали и вдохновляли, призывая к действию и сплоченности. Концерт стал не только данью памяти, но и напоминанием о том, как важно сохранить хорошие отношения между народами. Ведь только вместе мы сможем строить лучшее будущее. Мы должны передавать подрастающему поколению знания и ценности, воспитывать в детях уважение к истории и понимание того, какой ценой досталась победа. Это поможет им осознанно относиться к миру, в котором они живут, и принимать ответственность за его сохранение. Мадина Нусалчиева, Алисхан Кацулов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Вода, свет и музыка. В республике официально открыт фонтанный сезон. Главные водные композиции Грозного и других городов региона вновь заиграли струями, создавая праздничную атмосферу. Жители и гости столицы собрались, чтобы первыми увидеть это красочное шоу воды и света. Турпал Тайсумов подробнее. Открытие фонтанного сезона – это всегда приятный момент. Гулять с семьей, друзьями и даже в одиночестве рядом с такой красотой – значит поднять себе настроение. В поселке Алды запустили самый масштабный объект подобного типа. Вода вырывается на множество метров под различную музыку в абсолютном ритме. Запуск водного сооружения в Шейх-Мансуровском районе столицы, пожалуй, один из долгожданных событий. Фонтан расположен прямо на комплексе Грозненское море. Он самый крупный и уникальный в городе. Выполнен в форме национального чеченского орнамента. Множество машин стоят прямо на дамбе возле моря. Движение практически парализовано. Зато желающих увидеть красивое водное шоу прибавляется с каждой минутой летнего вечера. Причем возле фонтана довольно прохладно, что отнюдь не мешает развлечься. Настроение у меня очень хорошее. Фонтаны долго ждал сюда, приехал ради этого, чтобы посмотреть, как открывается сезон. Приехал с Сведено. Видел, как включали один раз. Очень понравилось, красиво. Песни играют, люди ходят. Как оказалось, не только местным жителям было известно про запуск сезона фонтанов. Приезжие гости заблаговременно позаботились о том, чтобы не упустить подобное мероприятие с музыкальным и световым оформлением. Мы заранее узнали, что сегодня открываются фонтаны. Мы съездили на лестницу в небеса, правильно? И погуляли по сити, Грозной Сити. Мы в Грозном не первый раз, поэтому нам здесь очень нравится. Да, все нравится, все прекрасно. Мы поедем завтра в горы, будем получать эмоции дальше. Очень хочется возвращаться, быть здесь.
шикарно, просто шикарно. Мы полны эмоций. Спасибо вам от души. Теперь каждый вечер можно будет скрасить подобным образом. Мест для прогулок хватит всем, ведь в столице их становится больше с каждым сезоном. И всегда предлагается что-то необычное и запоминающееся. Турпал, Алита Исумов, Моусар Хаджиев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Весна традиционно становится временем путешествий, и в этом году Грозный снова подтвердил статус одного из самых популярных направлений на юге России. Майские праздники город посетило рекордное количество гостей, чтобы увидеть ее достопримечательности, оценить гостеприимство и насладиться праздничной атмосферой. О туристическом потоке и какие места стали самыми посещаемыми, узнаем у Рамзана Абуева. Туристический сезон стремительно набирает обороты. Весна по праву считается одним из лучших периодов для знакомства с красотами. Уже нет зимних морозов, а летний зной еще не вступил в свои права. Особым спросом пользуются майские праздники. Пик туристического потока в первые выходные мая. Как мы видим по улицам нашего города, буквально с первым днем майских праздников, огромное количество людей, туристов именно посетило нашу столицу. Такая же ситуация, такую же картину мы наблюдаем и в горных и в предгорных районах. Сейчас уже загружаемость и загрузка отелей и наших основных коллективных средств размещения хорошая, динамика положительная. И трудно сейчас буквально оценить сразу количество людей, которые планируют посетить наш регион в майские праздники, но в целом по той картинке, которую я вижу вместе с вами на проспектах и площадях нашего города, я оцениваю динамику как положительную, что турист, скажем так, пошел, можно так сказать, сезон активно начался, и думаю, что начиная с 1 мая, как раз-таки до конца октября у нас будет очень хорошая динамика. Все больше россиян открывают для себя республику, выбирая ее как привлекательную альтернативу привычным, но часто неоправданно дорогим курортам. Этот тренд подтверждают и гиды-экскурсоводы, отмечающие заметный рост туристического потока. Гости приезжают подготовленными, они заранее составляют списки достопримечательностей, которые желают увидеть, и, конечно, планируют знакомство с национальной кухней. В этом гастрономическом путешествии неизменным фаворитом остаются знаменитые жигалнаш. Сегодня я встречаю гостей из Краснодара, соседи, но тем не менее они вот к нам прибыли на майские праздники Грозный, Чеченскую Республику посмотреть. Вчера мне довелось работать с группой из города Владимир, из города Волгограда. То есть каждый день у нас люди из самых разных городов. И любой период времени, когда у россиян складывается 3-4 выходных дня, они непременно выезжают с экскурсиями по стране, в том числе заглядывают на Северный Кавказ. А Чеченская Республика гостей, туристов неизменно привлекает. В 2024 году красоты и тайны республики открыли для себя более 400 тысяч путешественников. Самыми популярными местами остаются Грозный, высокогорное озеро Кизиной-Ам, древний город-крепость Хой. В списке фаворитов также живописное Аргунское ущелье с водопадами. А всесезонный курорт-ведущий предлагает приключения в любое время года. Давно мечтала побывать в Грозном. Вот состоялось такое вот путешествие, и я первый раз в жизни в Грозном. Но уже впечатление очень хорошее. Красивый город застроился, музей очень хороший. Удивительно, что за 4 месяца такую красоту построили. Люди гостеприимные. Спасибо большое. Мне было очень интересно посмотреть эту мощь, величие воочию, как за такой короткий промежуток времени можно было воссоздать такой город, красивый, современный, но тем не менее сохранив аутентичность. Сейчас доступно 85 объектов для размещения. Это почти 3000 номеров, готовых принять одновременно 7400 туристов. Субъект стремительно развивается, делая все, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным и запоминающимся. Регион уверенно заявил о себе на туристической арене России, предлагая гостям уникальное сочетание древних традиций, потрясающей природы и современной инфраструктуры, что делает его популярным направлением для отдыха. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров. Вести, Чеченская Республика. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.